Так, добрый день, друзья. Дадик Халшин, с вами снова Лейла. Вы на канале «Как-то так у Лейлы». У нас идет работа. Как видите, я вчера говорила, что окучивание хорошо делать по сырой земле. И мне сегодня вот так вот помогают. Я сидела утром за чаем, говорю, мне нужно окучивать. А если я начну окучивать, то у меня другое будет стоять. Ну, и что надо подсажать, и что нужно прополоть. Ну, Ибрагим сказал сразу, что не умеет делать, но брат его поставил и научил. И, короче, сейчас Ибрагим делает мне окучивание. Так что одной работы для меня уже меньше. Ну вот, пока мне Ибрагим делает окучивание, я успела прополоть. Видите, как много уже. Вот, вычистила вот этот вот лук, чесночок мой, как его, яровой. Лучок такой. И этот чеснок тоже прополола. Меня только поставь. Я-то буду работать. Вот. Видите, освободила листья салата. Тоже хорошенечко прополола. Укропчик вот этот вот. Вот. Так что, друзья, я работаю во все. Так, Ибрагим просит себя не показывать. Вот эту грядочку мне надо еще прополоть. Тут я посадила уже, как видите, фасоль. Она всходит уже. Вот, мне надо прополоть эту грядку. И вот что я еще сегодня успела прополоть. Немножко вырвала траву из клубнички. И да, действительно, друзья, хочу посадить на будущий год. Осенью, наверное. Лучше осенью сажать клубнику, по-моему, да? Я точно не знаю, надо еще смотреть. Я не смотрела. Ряда 2-3 полностью, вот этих вот 2-3 ряда, я посажу клубнику, наверное. Скорее всего. Вот. Вот тут у меня была посеяна капуста. Просто так посеяла ее, когда семена оставались. Видите, она у меня зашла. Вот. Прополола ее. Может быть, вечером сегодня пересажу. Может быть, если успею. А так не знаю еще. И вот прополола вот этот вот кусочек, как видите, освободила лучок. Вот. Ну, теперь у меня осталось свеклу прополоть здесь. И вот этот вот еще участок лука. Но уже ближе к обеду. Посмотрим. Ну, около без 20:12, друзья. Ибрагим у меня просто сегодня дома. Мне его оставили, чтобы он докончил окучивание. А мы пообедаем втроем, мама, я и Ибрагим. Ну и, наверное, только к вечеру я выйду, потому что уже жарко. Но сегодня не очень жарко, не сказала бы прям, что нетерпимо жарко. Но все равно где-то в часа до 4 я не зайду. В огород, вернее, не зайду. Вот до азана поработаю. Сейчас 20 минут первого азан прозвучит. До азана поработаю. Сколько успею, столько успею. А потом уже все домой. Действительно здорово, когда помогают. Окучивание мне всегда было в тягость. Вот, он мне здорово помогает, окучивает. И просит меня: мама, не показывай, я без носков. Я говорю, что такое? Он говорит, я без носков. Я говорю, ну и что теперь? Ну, у нас, в принципе, как бы сказать, некрасиво, неэтично без носков мужчине показываться на людях. Короче говоря, как бы, ну да, некрасиво. По этикету некрасиво. Вот. И раз вспомнила про носки, и скажу, что у нас, в принципе, и в спортивных брюках не показываются на люди ни в коем случае. И даже вот моих мальчиков практически давным-давно я не видела в спортивных брюках. Вот как им исполнится, лет 14-15, все, я их не вижу ни в брюках, ни в майках. Ну, без носков, конечно, я их вижу. А так на люди и без носков они стараются не выходить, чтобы не было видно. Вот такой вот у нас типа этикета. Ибрагим как-то недавно даже вот ходил в трико, в этих спортивных штанишках. Так старший сын мой его настолько выругал: как ты можешь при маме ходить в спортивных штанах?
Так что у нас вот так вот придерживается этикета, и даже при родителях. У нас не положено, чтобы посторонние люди видели мужчин без носков и без там, и в трико, чтобы не было видно. Ну, придерживается, в основном придерживается этих правил. Так, черешенка моя понемножечку начинает краснеть. Ну, видимо, у меня поздняя черешня, потому что я в Инстаграме везде, и у дочки в Инстаграме видела, что у нее уже красная-красная черешня. Но у нас нет. Ну, еще, наверное, дней 10 она не созреет, скорее всего. Вот я точно не помню, когда она начинает зреть у нас. Ну, пока, как видите, черешин, ягод очень много, но они еще не спелые. В этом году они мелкие. Когда вот много черешин, они бывают мелкие. А когда вот не так много, как в этом году, в прошлом году было не очень много. Так они были настолько крупные, здоровые. Прямо прелесть. Так, ну все, болтать не буду. Доработаю. Еще, ну, где-то часок остался. Вот звучит азан. Я не закончила. Кусочек остался. Все, друзья, специально оставила вам азан, чтобы вы тоже послушали. Смотрите, груша. Какая груша. Она поздняя осенняя груша, правда, дерево склонившееся. Так, ладно, друзья, не буду уже больше болтать. Вот остался кусочек, как видите, небольшой. Но я его сейчас быстренько добью, ну там буквально на 3 минутки. И пойду делать намаз, и будем обедать, а потом уже по ходу я выйду с вами на связь, посмотрим, что мы будем делать дальше с вами. Пока, друзья. Ну и вот, друзья, закончила я эту грядку пропалывать всю. Как видите, свеклу все освободила, лучок освободила, капусточку. Свеклу нужно прореживать, и пересажу я ее. Как раз рядом не взошла морковь. Вот туда вот пересажу свеклуку. А потом еще чуть-чуть попозже еще подсажу свеклу. Это пускай будет пока ранее, а потом, ну, буквально дней, наверное, через 5-6 посажу еще, или даже чуть позже, может быть, чтобы та свекла созрела ближе к осени. Так. Лошадка, все. Вот видите, если бы не телефонные звонки мои, то я бы и эту грядочку успела бы прополоть до намаза, до жары. Но телефон отвлекает все-таки, друзья.
Сейчас нарву лучок свеженький. И здесь тоже мне сегодня надо будет посадить лук, если успею. Ну, посмотрим. Наметок много, но не успеваю. Ибрагим просит пожарить картошку. Сейчас быстро картошечку пожарю. Отдохну немного и снова в огород. Ну, уже после 4 только, наверное. Вот так вот, друзья. Ой, надо лук подсадить, новенький лук подсадить. У меня есть 2 баночки еще. Этот что-то в стрелочку пошел. Ну, ничего. Ну, все, друзья. Пошли молиться. Так, друзья. Я хочу сегодня на ужин замариновать утиные грудочки. Вот такие вот. Сегодня утром делала ревизию у себя в морозилке. И нашла вот отдельно, я положила несколько утиных грудок. Так, я надеюсь, меня видно. Вернее, не меня, а то, что я делаю. Вот так вот. И хочу их замариновать, прежде чем что-то я буду делать. Но мне надо уже пойти в огород. Я отдохнула, если честно, даже успела часок поспать. После того, как мы пообедали. Так, сначала вот так вот кожицу надрежем на утиных грудках. Вот так вот. Чтобы когда мы положим в сковородку, чтобы они не скукожились. Вот так вот, видите? А я увидела грудки, но я специально положила их, если честно, тогда, чтобы для того, чтобы вот что-то сделать из них. А вспомнила, когда смотрела канал своей снохи, у нее были там тоже вот недавно, вот так вот она готовила утиные грудочки. Ну, некоторые поменьше грудки, некоторые побольше. Конечно, я не готовлю, как Сонечка, так хорошо, но для нас пойдет, как бы. Так вот. Просто надрезать нужно кожицу. Побалуем сегодня. Хоть меня и просят ужин готовить более-менее легкий. Когда их еще приготовишь? Я их уже разморозила. Разморозила еще одну уточку. Буду, наверное, плов делать на завтра, чтобы их завтра на работу отправить. Так, разорались мои петухи. Так, и самое главное, у меня нет растительного масла. Но мне надо сейчас в магазин по своим делам. Я куплю. Так, Ибрагим уже закончил, отдыхает. Так, значит, у меня тут из приправ, что у меня есть? Чесночный перец немножечко. Так, я надеюсь, видно. Ага, видно. Черный перец. Немножко добавлю кориандра. Так, и у меня вот такая вот адыгейская соль. Немножко ее осталось. Ну, добавлю. Хватит. Так, перемешаем вот это все. Ну, я пока намажу без растительного масла, приду еще дальше, уж потом уже перемешаю вместе с растительным маслом. Я все хочу, собираюсь поехать или на оптовый рынок, или на оптовый склад куда-нибудь. И никак не получается. И когда что-то запекаю, я обязательно добавляю вот такую вот адыгейскую аджику. Много не добавлю, потому что когда я добавила ее, не помню, что-то мы делали, ее слишком много было. И добавлю сюда еще соевый соус. Я все на глаз, там, без всякого, для себя. Так, сюда еще хорошо бы цедру лимона. У меня и лимона нет. Ну, может быть, если я куплю в магазине, тоже сейчас пойду куплю. Может, добавлю еще сюда. А можно и без лимона. Мне кажется, этот соус будет и так очень вкусный. И эти утиные грудки тоже.
Так, может быть, обмазывать или все сюда положить, как будет, как знаете, как будет лучше, не знаете? Давайте сейчас посмотрим. Ой, очки упали мои, куда мне их положить? Ага, вот все занято. Так, ну вот я, наверное, буду сюда обмакивать и ложить в другую чашечку. Я надеюсь, меня видно. Тоже большая грудка. Кусок большой. Вот. Ну и вот пока я приду с магазина минут, ну полчаса все равно пройдет, если не больше, пока я приду. В принципе, можно было в эту чашку и положить, и не пачкать. Ну все. Пусть теперь настаивается. Положу в холодильник. Вернее, поставлю в холодильник. Вот. Так, ну что, друзья, теперь пойдем в магазин с вами. Что-то мы часто стали ходить в магазин, правда? Если честно, хочу пойти в магазин, посмотреть себе платье. А так бы, конечно, я послала бы Ибрагима в магазин, но я еще дня 2 хочу пойти в магазин, посмотреть себе платье. Совсем нет летнего платья, чтобы одеть. Манечка, Маня, жарко, пришла, да? Пришла моя Маня домой. И ты не рано пришла, Манечка? Глазки надо промыть. Маня, надо промыть глазки, да? Ты, мама, золотой. Ну иди еще погуляй. Как раз сейчас хорошо, наоборот, гуляй. Давай гуляй. Так. Ну, пошли мы дальше. Короче, я сейчас отключусь, а то мне эту улицу вы видели буквально недавно. Быстренько сбегаю. Если будет открыт магазин женской одежды у нас там. Есть, как бы, я в тот раз смотрела, вроде бы такие недорогие платья там. Хочу для дома себе купить платье. Марточка, ты тоже, да, обвязла здесь? Так, ну и вот, девочки, вот такой вот магазин Айна Шоп. У нас открыли новый магазин. Я уже дошла. И посмотрим, что у них тут для меня. Одежды много. В принципе, и обувь, и сумки здесь. И относительно недорогие вещи. Сколько она стоит? 900. Так, все, что тут висит, 900, да? Да. А вот это? 900 и 800. И 800. Да. А я вона ходила. 900. Штапель, дети? Да, штапелевые. Та чого вона вже вчила? А. А такое есть? Ой, разумеется. Надо посмотреть.
Тоже 900, да? Да. Так. Жалко, друзья, что вы не можете мне посоветовать, что мне сегодня купить. Ну, сейчас, наверное, будем примерять что-то из этого платья. Уйма, друзья. Вообще-то есть и с коротким рукавом, да? Да. Просто черный. Да, это стандарт идет. Там есть такой хаки и бежевый. Мне вот это нравится, если еще рукава были. Да, очень. Тоже 900, да? Нет, это по 800. Эти 800. Да. Вот уже отрезное попадается. Это не мое. Это капюшон у них, что ли, такой? Да, Это это не как намазники? намазник. Это намазники? Синий намазник. А А это? это обычное платье. А это что? Это ремешок. Поясок? Да. Там, точнее, поясок. Все, я ухожу, девочки. Вот такой тип. Так, давай. Девочки, мне понравился вот этот вот халатик, но, к сожалению, нет его размера. Штапель легкий такой же. Эти платья надоели, а халатик нет размера моего, к сожалению. И это всегда так. То, что мне нравится, не бывает. Но на этой линии подороже платья, да, идут? Да. Тут эти платья по 1500, короче говоря, друзья. Так, не знаю, как это делают девочки, но я тоже вам покажу вот так вот. Примерила одно платье. Вроде бы ничего. С мамой долго 150. Девочки, есть вот такие вот платья здесь с коротким рукавом. Огромные расцветки, вернее, огромный выбор расцветок, короткие, с коротким рукавом. Есть юбочки. Действительно, я, вроде бы она говорит, что год как открыла магазин, а я здесь сюда вот зашла сегодня первый раз. Ну, вру, была второй раз. Я перед Уразой Байрамом заходила. Мне вроде бы так понравились здесь вещи, поэтому зашла вот. Думаю, специально пришла, потому что тогда я приценивалась, увидела, что платье и по 800, и по 900, и по 1500, и по 1200. Представляете, мне дочка за 3500 купила платье, которое, в принципе, я уже даже не одеваю. А тут такие вот дешевые платья. Так, ну вот, одела второе платье. Это штапельное платье, очень легкое, как раз на лето. Рукав, самое главное, на резиночке, хороший такой. Нравится мне и это платье, не знаю, девочки, если бы вы могли мне посоветовать сразу, которое купить, было бы здорово. Так, ну, девчонки, сегодня, конечно, у меня дефиле получается тут. Вот такое платье. Так, вот такой вот халатик. Так, понравился мне этот халатик. Ну, конечно, не для себя. Вот именно для или Танзилы, и для Танзилы, и для Мадины, не знаю. Ну, у них вкусы, конечно, свои. Есть и такой вот в черную полосочку с карманами. Ну, это кто короткий рукав носит, тоже легкое, симпатичное платье. Вот. Платьев тут, конечно, очень много. Ну, и относительно недорогие. Девочки. Ну, кто отрезное по талии носит. Это, конечно, не мое. Просто эта линия стоит 1500, 1200, 1300.
на этой стороне. Ну, действительно, платьица красивые. Есть и такие. Джинсовые. Если честно, я приходила не для рекламы, не показывать, но девочка захотела, чтобы я ей показала. Я когда шла просто выбирать себе платье. Вот такое вот. Тоже красивое платье. Ну тут. Вот. Айна, auch nach für dich, Кучах? Вот я повесила. Да, вот. 1800, да? Тоже материал такой очень легкий для девочек. Так, есть сумочки и обувь. Смотрите, какие. Айна, эти шлепанцы? Ой, босоножки. Сколько? Размер? Ага, я тебе посмотрю внизу. 37. А такие? 1100. Супера. Так, девочки, тут и косынок выбор большой. И очень симпатичных. Я себе и косынку выбрала. И много еще хотелось бы даже купить, но пока не могу себе позволить. Вы сами знаете, женщины косынки, сумки. Все, что видят, им нравится. Вот эта косыночка мне понравилась очень. Наверное, в следующий раз возьму. Так, и, друзья, раз уж пошла такая пляска, можно сказать. Раз девочка захотела, чтобы я ей сделала рекламу, но это не оплачиваемая реклама, не думайте ничего, просто сделаю для нее исключение. Ссылку на ее страничку в Инстаграм я оставлю в описании. Заходите, смотрите, выбирайте. Если что, мы даже пришлем вам в любую точку России. Так, друзья, значит, сюда я налила масло уже. Сковороду сейчас хорошенечко нагреется, и кожицей вниз обжарю грудку с двух сторон. Гарнир у меня будут макарошки. И я задержалась все-таки в магазине. И сегодня просто не успеет выйти мой ролик, если я до конца покажу, что и как. Поэтому я сейчас просто положу в сковороду, а потом мне надо запечь в духовке, повторюсь еще раз, завернув в фольгу. Ну, буквально минут 30 запекать, и все. Вот так вот. И сейчас отдам телефон Ибрагиму чтобы он сделал ролик и запустил, потому что уже поздно, друзья. Так что даже не успею вам сейчас показать, что в огороде мы сегодня все-таки сделали. Магазин, шопинг мой меня немножко задержал. Так. Вот так вот. Кожицей вниз, чтобы грудка не свернулась. Ну что, друзья, сегодня у нас будет такой спонтанный, можно сказать, ролик. Так, и, друзья, жарить нужно просто до золотистой корочки. Не надо его обжаривать, просто чтобы появилась вот такая вот, если видно, хорошая золотистая корочка. Она все равно, грудка будет доходить. Видите, как красиво получается. Доходить в духовке. Ну все, друзья, на этом я сегодняшний свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так у нас сегодня.